Новый социальный интерактивный проект под названием «Жить» вовсю набирает обороты в России. Через интернет и социальные сети в разной форме участники делятся опытом преодоления трудностей в жизни, которые помогут всем, кто переживает непростые времена. Инициатором и автором проекта выступил известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко, который, потрясенный год назад катастрофой самолета над Синаем, решил посвятить свою песню всем, кто потерял близких или разуверился в жизни. Я всю жизнь писал песни. Некоторые веселые, некоторые грустные, молодежные, некоторые даже получились патриотические. Мне всегда хотелось с другого ракурса посмотреть вообще на нашу жизнь. Что такое горе, что такое отчаяние, как люди, пережившие гибель родных людей, которые погибли, например, от терактов, как они находят силы продолжать жить дальше. Подвести людей к тому, что вот в минуты отчаяния и пустоты нужно найти себе силы продолжать жить дальше. В этом смысл нашего проекта. И меня очень радует, что многие артисты откликнулись на этот призыв. Команда «Жить» бросила призыв присоединиться к проекту со своими вдохновляющими историями и вариантами мотивирующих клипов. В связи с этим благотворительный фонд Харысхал решил поддержать проект и выпустить якутскую версию клипа «Жить», записав ее на 2 языках. Проект «Жить» Тын приурочен к 5-летнему юбилею благотворительного фонда Харысхал. Через клип авторы делают упор на жизнь человека с инвалидностью в современном обществе. Самое главное, зритель видит, что несмотря на особенности здоровья, люди с инвалидностью не замыкаются и не скрываются в 4 стенах. Они полноценные члены общества, достигают своих целей, побеждают болезнь и идут с высоко поднятой головой. В записи песни и съемках клипа приняли участие подопечные фонда Харысхал, звезды эстрады, оперы, общественники и рэп-исполнители. В общей сложности записалось около 30 человек. Конечно же, когда я пела эту песенку, я пела не как Александра Старостина, а прежде всего как мать. И, конечно, эмоции переполняли, и вот до сих пор переполняют, хочется прямо... так и есть, надо жить, несмотря ни на что. И якутская интерпретация, она, конечно же, была мне намного ближе. И каждое слово так подобрано, и аранжировка Игоря Матвиенко сделана так, что каждое слово выделяется. И в каждое слово проникаешься всей душой. И, может, поэтому говорят, что якутский вариант даже получился вот такой более эмоциональный. Как многодетная семья, да, мы понимаем, что в жизни всякое бывает, для нас нет чужих детей или какими-то отклонениями, да, и мы очень стараемся именно воспитывать детей в этом духе, да, и нам было очень приятно, когда нам предложили, Анна Фомина Миронова предложила нам, и нам было очень приятно, мы с удовольствием все решили. Режиссером клипа стал Михаил Лукачевский, который вложил свое видение жизни в кавер-версию клипа «Жить». Люди с ограниченными возможностями, они же такие, как сказать, ими невозможно управлять. Под кадр, постановочно их снимать невозможно, потому что практически невозможно даже, да? На самом деле 80%, наверное, 70% мы взяли от архива, да? С нами повезло с этим архивом, потому что тут снято, допустим, как они тут танцуют, да как у них соревнования, как они медали получают, их эмоции. Там у них все это искренне идет, да, там уже правда идет. Они ничего не играют, ничего не перед камерой, они даже не знают, что камера их снимает, да, поэтому это получается намного правдивее, искренне, эмоциональнее на самом деле. А так постановочно специально их так не снимешь. После появления клипа «Тын» «Жить» в интернете
В адрес фонда и создателей посыпались теплые отзывы от зрителей. Работу также оценил сам Игорь Матвиенко. Сегодня клип «Тын» можно найти на страницах в официальных группах проекта «Жить». Хотел бы сказать спасибо всем тем, кто поддержал проект «Жить». Любой из вас может предложить, как проект должен развиваться и помогать, чтобы никто не чувствовал, что внезапно остался один, чтобы все учились друг у друга, как надо жить, а также вы можете поделиться личной историей, опыт падений и взлетов. Благодаря хэштегу «Жить» все они будут из социальных сетей попадать на сайт проекта, а оттуда в сердца каждого, кто присоединится. Научиться просто жить, не воевать, не убивать, а человеком просто стать, а человеком просто стать. Просто жить. В течение всего 2016 года на территории Якутии успешно реализовывался всероссийский проект «Спорт вместе по-настоящему», в котором приняли участие 5 учебных заведений, 18-я и 35-я школы, Саха-политехнический лицей, Кангаласская и Хатасская школы. Участники проекта посещали дополнительные уроки физической активности, изучали паралимпийские виды спорта, встречались с именитыми спортсменами и многое другое. Финальным мероприятием проекта в Якутске стал парафестиваль «Спорт вместе по-настоящему». Все регионы справились с проектом, и действительно в каждом регионе проведено замечательное мероприятие. Сегодня здесь, в Якутске, в республике Саха, мы закрываем последний фестиваль параспорта в этом году. Мы очень надеемся, что и в будущем году проект будет продолжен, и фестивали параспорта возьмут новые обороты и пройдут в каждом регионе. Ну а дальнейшей жизнью проекта покажет время. Мы очень надеемся, что компания «Мегафон» поддержит проекты в будущем, и мы сможем провести огромное количество мероприятий «Спорт вместе по-настоящему». Напомним, проект «Спорт вместе по-настоящему» направлен на развитие и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями и здоровья за счет их участия в спортивных мероприятиях, поддержки и развития спорта равных возможностей в целом. Группы детей формировались из школьников с ограниченными возможностями здоровья. Такое сочетание было ключевой задумкой организаторов, чтобы устранить психологическую грань между ребятами, которая искусственно удаляет детей друг от друга. Якутский парафестиваль состоял из 2 частей. Вначале все участники прошли мастер-класс по паралимпийским видам спорта – голбол, бочи, волейбол сидя, шоу-даун и пауэрлифтинг, которые провели именитые спортсмены и тренера как в Якутии, так и в России. Участие в этом проекте для многих детей стало шансом стать именно участником всего образовательного процесса, потому что они выбывали из уроков физкультуры, никогда не соревновались, а тут, получается, у них какие-то результаты есть, они поверили в себя, и многие дети, даже и родители увидели, что дети могут заниматься физической активностью, и многие дети начали посещать общие уроки физкультуры, не только наш кружок «Спорт вместе», но и на общие уроки. Это самый главный результат, что дети не сидят за компьютерами, а занимаются какой-то активностью. После был дан старт соревновательной части мероприятия. В ней соперничали учебные заведения, участники проекта. Сначала команды сразились в голбол. Это игра, в которой команда из 3 человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Главное условие игры – глаза участников должны быть закрыты повязкой.
Следующее соревнование было побольше. Это игра с мячом на точность, главной целью которой является забросить мяч своего цвета ближе к белому. На соревнованиях сегодня было то, что как противники были очень сильные, было как страшно, если они выиграют. Мне понравилось в этом участвовать, а сложно было, выиграть, чтобы мяч был ближе. Это было сложно. Сложно было тактику узнать, как ближе к этому мячу подобраться. Мы начали тренироваться еще 2 недели назад. В школе было все хорошо, а когда тут мы сюда пришли, начали волноваться, что мы проиграем. Все дрожало, когда я вышла сразу. И соперники оказались сильными, маленькие да удаленькие, как говорится. И очень боялись проиграть, но все-таки. Мы заняли 2-е место. Но мы старались. Мы старались, тренировались. Хотели победить. К своей мечте достичь. Этот кубок. И это награды еще. Тренер говорит, что очень хорошо, что мы очень старались. И что мы молодцы. Потому что развивает команду, общение и дружбу. Было очень весело. В конце проекта видно, что как мы все сплотились, и каждое занятие, вне зависимости в Якутске оно или в Сыктывкаре, или в Нижнем Новгороде, проходит почти одинаково. Во все школы доставлено спортивное оборудование, спортивным оборудованием пользуются. Это замечательные наборы бочи, это мячи в голбол. И теперь во всех этих регионах дети знают о этих видах спорта и могут ими заниматься во время физической активности в школах. Проект «Спорт вместе по-настоящему» стал знаковым событием в жизни каждого участника. Самое главное, благодаря проекту были открыты новые возможности для школьников с инвалидностью и без. Они преодолели сложившиеся стереотипы о людях с инвалидностью, обрели новых друзей и поставили перед собой цель – проявить себя в большом спорте по-настоящему.